Ночная уборка. Работаю я в ресторане, чаще всего в ночь. Работа несложная. Либо на кухне готовить, либо в зале порядок наводить. В тот вечер мы, как обычно, закрыли входные двери, чтобы сброд всякий не собирался, и начали приводить зал в порядок. Столы вымыли, мусор собрали. В итоге я остался один мыть полы. Приглушил свет, мою. Уже добравшись задним ходом до служебного помещения, я поднял голову, чтобы полюбоваться своей работой. Но тут заметил, что недалеко от входа пропустил парочку грязных следов. Вернулся и доблестно натер там пол. Опять дошел спиной до служебного помещения, затер за собой следы, и снова, не знаю почему, по привычке видно, поднял голову и увидел эти маленькие гадкие следы. Честно говоря, этот факт меня не удивил, потому что днем детишки там не весь что вытворяют. Неудивительно, что от их маленьких ножек столько грязи. Поменял воду и пошел на чистку. Грязи маленьких следов было еще больше, но я с ними быстро управился. Довольный, я еще раз оглядел зал и заметил, как маленькие следяшки отходят от меня и идут в сторону другого выхода. Да-да, именно следы от маленьких детских ножек зашагали куда-то. Я не поверил и протер глаза. Следы остановились на полпути до выхода. Я подбежал к кассе и, беспорядочно тыкая пальцем то на дверь, то на следы, стал спрашивать, видели ли они это. Мне сказали, что видят. Плохо я вымыл пол. Ситуация забавная вышла и странная. Я снова навел чистоту и присел отдохнуть. Через какое-то время меня выдернул из дремоты негромкий шлепок по стеклянной двери. Оказалось, на ней появилось большое жирное пятно на внутренней стороне на уровне моего живота. Пятно было будто от чьей-то руки. Обычно такие появляются, когда дверь толкают, вместо того, чтобы нормально открыть за ручку. Списав все на недосып, я пошел в комнату отдыха и до самого утра проспал на диванчике. В начале 10 часов утра я лениво сполз по лестнице и краем уха услышал от ночной уборщицы Наташки, как нечто несколько раз стучало по двери и каталось по полу. Через несколько дней мои сомнения исчезли, когда прямо за рестораном, в куче мусора, нашли труп мальчика лет 10 с признаками насильственной смерти.